Власти Якутии ведут работу по включению Жатайской судоверфи в Торкангалас. Об этом говорили на выездном совещании по вопросам технологического присоединения объекта. В Якутске началось тестирование фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием солнечных панелей. В свои 73 также молод, весел и энергичен. Нерюнгринский район полон талантливых людей. Одним из них является музыкант-самоучка, спортсмен, певец и байкер Валерий Гетман. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких во время пресс-конференции в Республиканском медиацентре в Якутске согласилась с результатами прокурорской проверки, которая выявила нецелевое использование бюджетных средств в ведомстве. Цитата. «Согласны со всеми выявленными нарушениями. Очень жаль, что закон устроен так, что если человек уволился, дисциплинарной ответственности он уже не несет. Мы можем привлечь этих людей по статье «халатность», потому что там шло конкретное нецелевое расходование бюджетных денег. Таких прецедентов было очень много, деньги нужно возвращать, а лица, допустившие это, должны быть наказаны». Конец цитаты. Верховный суд Якутии отложил до 5 февраля рассмотрение апелляционных жалоб Степанова и Острелина, осужденных за убийство спортсмена Иннокентия Макарова. Напомню, что Владислава Степанова приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С осужденного взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу вдовы убитого. Помогавший ему в сокрытии тела убитого Сергей Острелин был приговорен к штрафу в 180 тысяч рублей. Суд учел его активное содействие следствию, признание вины, пожилой возраст и наличие малолетних детей. Якутия возглавила список дальневосточных регионов по количеству инициатив в программу развития Дальнего Востока, внесенных на сайте dv2025.rf. Всего якутяне подали 927 предложений. На втором месте Забайкальский край, жители которого оставили на сайте 904 инициативы. На третьем месте Магаданская область, у них 340 предложений. Между тем, жители Якутии начали сбор предложений для развития Дальнего Востока раньше всех. 6 ноября был запущен проект «Мои идеи Дальнему Востоку», инициированный Общественной палатой республики и поддержанный главой Якутии Айсеном Николаевым. Власти Якутии ведут работу по включению Жатайской судоверфи в состав Торкангаласа. Об этом говорили на выездном совещании по вопросам технологического присоединения объекта. Обсуждались вопросы, касающиеся энергетики, тепло- и водоснабжения, водоотведения и газа. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Жатайская судоверфь в первую очередь позволит обеспечить бесперебойные грузоперевозки в Ленском бассейне и арктической зоне, в том числе через Северный морской путь. Проектом предусмотрено создание до 10 речных судов и модернизация 6 судов в год. Флот устарел и требуется, конечно, уже обновление. Флота у нас в Ленском бассейне много, больше 1000 единиц. Для того, чтобы обеспечить завоз грузов, мы обязаны создать какие-то мощности для строительства судов, новых судов. Строительство объекта планируется на территории действующего в Жатае завода. Она начнется весной этого года. С ресурсоснабжающими предприятиями обсудили вопросы подключения будущего объекта. Для того, чтобы обеспечить энергоснабжение объекта, нам нужно построить подстанцию 110/6, линию протяженностью в пределах 6 километров. По теплоснабжению, по обращению главы городского округа Жатаи, мы не стали предусматривать строительство отдельного объекта теплоснабжения. Будем подключаться к котельной Жатаи теплосети. Соответственно, за счет этого сокращаем расходы по стройке, и нагружаем котельную. Это позволит увеличить присоединенную нагрузку, соответственно, в последующем, возможно, даже снижение тарифов. Планируется включение Жатайской судоверфи в Торкангаласы, что в будущем позволит снизить налоговую нагрузку на объект. Алексей Колодезников отметил, что вероятность присоединения очень велика, так как проект хорошо проработан. Включение в Тора как резидента, я думаю, что это будет решено. А вот касающееся получения финансирования на инфраструктуру, допустим, на энергетику, подключение по переключению на воду, это вопрос дальнейшей работы с Минвостокразвития. Но в любом случае мы уже начинаем работу делать, и
финансирование вот в этом плане не будет сдерживающим фактором для того, чтобы эти работы проводились. Завершение строительства запланировано на 2021 год. Этот объект получил федеральное финансирование в объеме более 4 миллиардов рублей. Также решен вопрос по софинансированию проекта Якутии на 750 миллионов рублей. Кроме этого, 873 миллиона рублей привлекут из внебюджетных источников. Отметим, что еще в июле прошлого года состоялся деловой разговор властей Якутии с Балтийским заводом и Средненевским судостроительным заводом. В ближайшем будущем стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере судоходства, поставки судов. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Жатай, Якутск. В Якутске решили исправить название автобусных остановок. Речь идет об их переводе на якутский язык. Ученые-филологи Северо-Восточного федерального университета и Института гуманитарных исследований и проблем народов Севера Российской академии наук представят столичным властям откорректированные тексты перевода. Как отметили ученые, в названии остановок на якутском языке в настоящее время наблюдается ряд ошибок и неточностей. Также предлагается предельно точно передавать произношение названия на языке оригинала с использованием правил транскрипции и транслитерации, то есть с учетом фонетических особенностей якутского языка. Тем временем в столице региона началось тестирование первого комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием солнечных панелей. В системе разбирался Александр Зубейхин. До 2024 года в 2 раза должны снизиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах и смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Применение именно автоматизированных комплексов положительно складывается именно на дорожно-транспортное происшествие, именно снижение дорожно-транспортных происшествий. ДТП происходит вне населенных пунктов. Применением именно солнечных панелей, именно для комплексов фото-видеофиксации, будет эффективнее. В экстремально низких температурах комплекс испытывается впервые. Альтернативный источник питания сможет обеспечить автономную работу камер фото-видеофиксации в местах, где отсутствуют электросети. Комплекс работает в ночное время от аккумуляторной батареи, в дневное время солнечная панель подзаряжает эту аккумуляторную батарею. Таким образом, комплекс фото-видеофиксации работает беспрерывно в течение суток. Наличие прямых попаданий лучей солнца не обязательно. Нам достаточно использования светового дня. Основные причины аварии – это нарушение скоростного режима в местах, где не проложены электросети. Поэтому солнечные панели вместе с комплексами установят на федеральных автомобильных дорогах Лена, Колыма и Вилюй. Именно на этих трассах за последнее время увеличилось количество ДТП со смертельным исходом. В прошлом году было 149 дорожно-транспортных происшествий, 54 погибших, да, это в федеральных автомобильных дорогах. Рост идет в порядке 30% у нас по погибшим. Поэтому в этом году решается вопрос установки на федеральных дорогах автоматизированных комплексов. 25 января будут сняты итоговые показатели комплекса с использованием солнечных панелей. Если испытания пройдут успешно, 21 прибор закупят и установят уже в этом году. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Якутск. Международный кинофестиваль коренных народов мира «Скабмагават» проводит в самском городе Инари в арктической зоне Финляндии. В программу отобрано 11 якутских картин, отражающие историю развития кино в нашей республике и рассказывающие о культуре и народе Саха. Представлены 4 полнометражных фильма «Царь-птица», «Республика Z», «24 снега», «Заблудившиеся» и 6 короткометражек разных лет. После крещенских морозов в Южной Якутии ожидают потепления. О погоде в Нерюнгри расскажет наш корреспондент Сергей Козюра. Он сейчас на прямой связи со студией. Сергей, здравствуй, тебе слово. Да, Павел, добрый день. Действительно, нерюнгринцы отстояли суровый декабрь и крещенские морозы. И вот буквально вчера нам пообещали о глобальном потеплении на сегодня. Но, как видим, этого не случилось. Температура стабильна, как и вчера, минус 23 градуса и ветер. Но все же это лучше, чем минус 35 с ветром, как было накануне. Но, тем не менее, потепление все еще ожидается. В соцсетях это активно комментируется. В связи с этим хочется обратиться к любителям активного отдыха и рыбакам, кто в ближайшие дни хочет выехать на реку. Из-за нестабильности температур на реке бывает наледи. И это очень чревато. Если вы едете на машинах, можно провалиться и
придется ждать помощи, как это было накануне с нашими рыбаками. Так что мы ждем потепления. Надеемся, что все-таки экватор зимы мы уже прошли. Теперь только теплее, теплее, теплее. Солнечный день тоже прибавляется. Павел. Спасибо, Сергей. Напомню, на прямой связи со студией из Нерюнгри был наш корреспондент Сергей Козюра. К 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне в Ленске установят 35-метровый флагшток, на котором будет развиваться Знамя Победы. Для наглядного представления высота равна примерно 10-этажному дому. Планируется, что Знамя Победы должно быть видно с любой точки города, а также его смогут увидеть все проходящие по реке Лене суда, так как его развеет над набережной города. Работами займется специализированная организация, и объект будет отвечать всем проектировочным требованиям и стандартам. Нерюнгринский район полон талантливых людей. Одним из них является Валерий Гетман, музыкант-самоучка, спортсмен-певец и байкер. Подробнее о нем расскажут наши корреспонденты. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три. В здоровом теле здоровый дух. Этого советского правила придерживается герой нашего сюжета. Каждое его утро начинается с зарядки и велотренажера. Вот я, честно слово, не пил. Спортом, хоккей, бокс. Здесь хоккеем долгое время играл в «Богатыре», немножко на «Шахтере» играл, а потом 65 лет уже бросил. Живет Валерий Романович с дочкой и внучкой. Между гаражом, выступлениями и спортивными мероприятиями домочадцы встречают его за столом чаепития. Они привыкли к активному образу жизни дедушки и не противятся опасному для столь почетного возраста хобби. Ведь все знают, что своего первого железного коня Валерий Романович оседлал аж в 8 лет и с тех пор хранит верность байкерству. Очень подвижный. Он на месте вообще не сидит. Играет на гитаре он часто. Малышка наша очень любит слушать его песни. В свои 73 года Валерий Романович выглядит намного моложе, а в душе, как сам признается, бушует весна. На вопрос, в чем его секрет молодости, отвечает просто и с улыбкой. В чем мой секрет? Просто хочется жить и что-то делать. Нерюнгринец Валерий Гетман следит за своим здоровьем, любит жизнь и радуется каждому дню, проживая его в свое удовольствие. И желает всем не замыкаться в проблемах, ведь когда поет душа, мир становится прекраснее. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. К этой минуте у меня все новости. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий. О главных новостях расскажем в прямом эфире. Оставайтесь с нами.